Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Современный и многофункциональный. 5000 туристов в Арбаху. В Шали состоялось торжественное открытие уникального парка с участием главы субъекта. О новом месте для досуга смотрите в нашем эфире. Язык как проводник в историю. Говорить языком терминов философских, да, она для нас экзистенциально важна. Ученые-языковеды со всего мира приняли участие в международной конференции, на которой обсудили историю Древнего Кавказа. Очередной триумфальный сезон. Где своими глазами можно наблюдать за годами эволюции театрального искусства. В Грозном состоялось открытие 93-го театрального сезона и музея Чеченского театра. Зрители получат возможность узнать много нового о театральном искусстве. Достижения в сельском хозяйстве обсудил глава региона в день профессионального праздника с работниками данной сферы. Сегодня аграрии крепко стоят на ногах, и в этом большая заслуга руководства министерства, отметил Рамзан Кадыров, награждая наиболее отличившихся. Далее расскажет Медина Мударова. Начиная встречу, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в первую очередь поздравил сотрудников Министерства сельского хозяйства региона с профессиональным праздником. Отметил, что в этой сфере с каждым годом видны улучшения. В этом также заслуга нового руководителя ведомства Висхана Мацуева. Он, безусловно, справляется с возложенной ответственностью. Работник Шдона в республике Хадис 116 тысяч Дон, да, сумасшедший Дон, во главе с министром Дон. Далее Алдоль, что профессиональный Дон, праздник Дон. На самом деле Дон, вы каждым годом все лучше и лучше Дон, улучшение еще, поляш дается техники Дон. Так, цвях Бобин Волда, закрою Времстон, доку изменения шины, так, дикоманда подобрать на институт молодой, шариш молодой дошло, шун Боба. Атахриду, так особо хочу отметить, который нам оказывает поддержку Дон, Дмитрий Николаевич Патрушев, министр сельского хозяйства Дон, Цудон, Вайндом, по всем направлениям, Дон, что касается сельского хозяйства Дон, щадегда именно поддержки, еще взаимоотношения всем департаментам, заместителям Дон, дал поручение, чтобы взаимодействовали Дон с нашим министерством, то есть с вами, потому что мы работаем, показываем реальные результаты. И у нас, когда он приехал, было что показать там, из огромной заслуги Шумасери Дон. Висхан спростывает на вас, ответственно Дон, Хируэл Дона, Огодон, Бог Бибу, Бог Балурбу, Элхон Хундачи Дон, Болбеш, структурка МВД, Болбеш Пришера Дон. Он нет, я давно шадья швейцарий чандин дага, я массу направлений, я ищу, что там общий язык работу, дон, что МВД волчина, начиная с кабинета дон, массу на дон, преобразить до дахватин, цажала бадоч, цаагоч, дон, любое поручение, дон, моментально выполнить, конечно, хавина даст сельское хозяйство, что большинство зависит от погоды, да, станется, вайдон, хищдох, шталах, да, канал, центр, ярч, мосва, белокшпес, да, все равно погода зависит, я уже урожай, вожек, дон. Это вы, да, молодо, дели, вайн, дик бал бьешь, вы, ваш, кавик, дон, дахар, дон, адби, дон, нистеш, ки белабет, совьешь, кавик, допск, дон, юмуц, дон, да, алдой, что
да, туда, до Шавери Дон. Также глава подчеркнул, что работа тружеников сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в нашем субъекте относится к числу самых значимых и востребованных. Это люди, которые усердно трудятся на земле и стабильно обеспечивают регион основными видами продовольствия. Ой, Шавери сельхозработников годас, союз хозяйств Дон, транени, траижри Дон, маседи Дон, огород, шеше Дон, бенч Дон, траижри, шельма, алёк хозяйств Дон. Бенчтин биркету таандо бежен хабар юст хабар биркету биркету кятер дахайч дон битин дуйт дон قيولشين عدون هريت عبو كربات استون هو خيني ويقلص بو أقصهم كربا يت بيتسلو دون أقدون ساعتين بالابوش دعوت دستون سندل دون وي دون دخني قاب بعد دائما وديش قاعدين دا خدي دون دخني قاب شيء بيش ليلو ناهن عمدش بيش تليلو شين دون حياق شش آخيش دون بابا بيدوي دون كويدو شين عمسيدي باش مش دون اخ صندعية ورجعية دوخ بوجن دعيوش دون بلخ بيرقوي دون هنز دون شش كدعية مقمدي دون استي دون تايل دون دعية ورجعية سالة عين ويقوان وشين اسبوزيتين دون كده بدي هونك دون شين رزيو استرو دوشن داس بوخ بلاچن قاها يقلاچن واه لاچن دون واه يلچن دون ديست شلجي بات بيتنات شلجي قاويوك شغل واه لاچ شوك سراز دون منيسر ولا شغل مليارد دي شغل داس دون سراز مليارد منيسر والوش واس دون سو شاگيت ويس سو قايك ديس سو سترات ديس سو دون شا صبلها ويس تاوي سينيل بروچيني كوچ شغل يبال باس دون نيساتر ليز موسو اور دون سو شاگيت دون سو گوش واس بوگ از دون بعدات موسو گوش داس دون بلاوي تغلوچين موسو متا ايمو وجمو واردو بجدو موسو متا مساغا خط دون سو دون شاول چادون شيت ايلن بروچيني كوچ يش بلا ويس او از دون ناوستات شات اعوال دون قهيو شوتك بيدون از دون وين يشوداس. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства региона Висхан Мацуев в свою очередь рассказал о текущих работах, каких успехов удалось достигнуть, а также о планах строительства новых объектов. Уважаемый Рамзан Ахматович, благодаря созидательному пути первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова Далгазат Оболда и вашему постоянному вниманию сельского хозяйства республика активно развивается. В Чеченской Республике завершается уборка сельскохозяйственных культур, убрано зерновых 170 тысяч гектаров, от плана 193 тысячи гектаров. Валовый сбор зерна составляет 500 тысяч тонн, от плана 520 тысяч тонн. Урожайность на сегодняшний день 28,3 центнеров с 1 гектара. Осталось убрать из зерновых культур кукуруза и рис. Завершить уборку кукурузы и риса планируется ноября текущего года. Вместе с тем, на сегодняшний день пахан 107 тысяч гектаров, от плана 161 тысяч гектаров. Завершение пахоты под посев озимых культур планируется к концу октября текущего года. Также в Чеченской Республике начался сев озимых культур под урожай 2024 года. Всего посеяно 8962 тысячи гектаров. Сев озимых культур продолжается к концу ноября текущего года. Планируется посеять 161 тысяч озимых культур. На 2024 год запланирована разработка проектно-сметной документации Николаевского гидроузела. Начало строительства запланировано в 2025 году. Также запланировано строительство ремонтно-мастерской сельскохозяйственной техники в городе Аргун. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Рамзан Ахматович. Еш поддержка АЦАР. Авторитет АЦАР. Москва Дахчи. Дмитрий Николаевич Патрушевс. Диктели цир шамасу агу по всем направлениям агонал солдиду бартак начальник департамент спецзам спецац масу агу взаимодействие дعوتنا царашаш ويدول شلوغ در وagонал солдиду шаш масу по всем направлениям идек хабана дуйха дамула محمد حجنيغا عبل تيشم لربيربو لربويتربو قاحو يقردو دي ذات ده مسو أول بعناش ليل وردو ليل أجار حال ديل بعندوش تاق حب عندوش ديل يسر رمزان أحمد تاقوش تورنا تونيمان يرنا تون إدوق دوزلا دو تاق ستيمولو كده عبوه با قوانير تعدامو تاين شو عسين وشمالو أعيو قردون ديل يسر رمزان أحمد ديل يسر دالة بولو. Завершилась встреча на приятной ноте. За значительный вклад в развитие сельского хозяйства региона, безупречную добросовестную работу орденом Кадырова наградили руководителя ведомства Висхана Мацуева. Указом главы Чеченской Республики за значительный вклад в развитие сельского хозяйства Чеченской Республики безупречную добросовестную работу награждается
Орденом Кадырова Мацуев Висхан Зелимханович, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Чеченской Республики. Также поощрили и остальных работников ведомства медалями за заслуги перед Чеченской Республикой, почетным знаком за трудовое отличие, присвоили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», а также почетными грамотами. Для нас это очень большая честь и очень большая награда, так как глава республики именно уделяет большое внимание сельскому хозяйству. Благодаря ему мы возрождаемся, мы двигаемся вперед. На сегодняшний день в сфере сельского хозяйства региона работает около 120 тысяч человек. Все они вносят достойный вклад в экономическое развитие Чеченской Республики, а также выполняют свою работу качественно и ответственно. Медина Мударова, Рахман Хаджиев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. 18 многоквартирных домов обрели своих жильцов в день рождения президента страны Владимира Путина. Жилой комплекс отвечает всем современным требованиям, все благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Кто стал счастливым обладателем ключей от квартиры, расскажет Амина Тупилагова. День рождения главы государства Владимира Путина в Грозном отпраздновали по-своему, но масштабно. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ввели в строй 18 многоквартирных домов, предназначенных для переселения людей из аварийного жилья. Торжественное мероприятие посетил руководитель субъекта Рамзан Кадыров с соратниками. Сегодня в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики в столице открывается 18 многоквартирных домов. В эти дома будут переселены жители 134 домов, это 3340 человек. Это значит, что сегодня более 3000 человек получат новые комфортные условия для жизни. Таким образом, чеченская столица очередной раз показала беспрецедентный пример решения проблем, которому не найти аналога во всей стране. Однако для нашего региона подобные показатели обычная практика благодаря мудрой и дальновидной политике главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Особое внимание социальным нуждам населения уделял первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Да примет Аллах его шахаду. Начатый им путь позволил превратить Грозный в цветущую столицу, где обеспечен высокий уровень качества жизни. Уважаемый Рамзан Ахматович, достойно следуя курсу Ахмат Хаджи, одной из главных целей, которую вы ставите перед собой, является благополучие населения. Именно поэтому наш регион стал уникальным субъектом, где рекордное количество семей обеспечивается не только материальной помощью, но и жильем. Вы днем и ночью лично контролируете процесс развития нашего города и всей республики в целом, за что мы вам безмерно благодарны. Также я хочу выразить благодарность в адрес всех, кто принимал участие в строительстве домов. Уверен, для жильцов здесь будут обеспечены условия жизни наивысшего класса. Арбегнах тешбош алласон программицы дуаларха программ шаша хулшат на федеральном уровне в регионе интерес представлять отстаивать массу аура отстаивать что وين مسارنا قوشتو خوشتو قيش регионшка хаща хоккей парки машботи актагна 1120 семья датарер из Бокболбу и Шторшер сотни тысячами и квартир шнаха на переселит беш по программе луш так Амадаж Далазот оболдол царах юлч фондир луш массу аура оqala махка аболч бахар хошен ешол условия масарна хушон гушон гали бахар хоши царх сай царах дого дел рейсула ласонон одал дукуа хуэлтон. 6 жилых домов в Шейх-Мансуровском районе и 12 в Висаитовском. Значимый подарок не только для столицы, но и для всего региона в целом. При поддержке главы государства более 1000 семей обрели новое жилье, отметил Рамзан Кадыров. Поддержать достойно будем выполнять все поставленные задачи перед нами, нашим верховным главнокомандующим. И то, что сегодня в республике идет развитие, это в первую очередь благодаря президенту Владимиру Путину. Я еще раз хочу поздравить его с днем рождения и сказать огромное человеческое спасибо от всего чеченского народа, лично от себя, от нас всех, за то, что он обращает внимание именно в первую очередь, особое внимание для нашего народа республики. И всегда наши обращения
всегда поддерживает и сам контролирует. И если не решают, то лично я несколько раз был так. Я когда обращался и невыполненное поручение показывал, он лично звонил и давал устное поручение, чтобы этот вопрос был решен. И вот так мы построили эти дома, и еще будем строить лучшие дома, создадим лучшие условия, будем расширять дороги, расширять проспекты. И это у нас получится, потому что мы на пути Всевышнего, который заложил наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. Ахмад Хаджи Кадыров заложил фундамент, основываясь на ислам, Коран, сунна пророка и тарикат аулияов. Я уверен, Аллах нас любит, и поэтому у нас получается. Дай Аллах нам всегда сопутствовала удача, и чтобы мы истинно верили, истинно молились, истинно просили, истинно любили ради Аллаха друг друга. А так остальное все будет у нас. Дай Аллах, чтобы мы могли смотреть друг другу в глаза и говорить правду, и говорить все, что лучшее для нашего народа. Дар'ат тубой масери, дерез хал муслимина, хасмамадина, хокада лачхол, вы представьте правительство, масана, да, меллячин, дерез хал строительство, да, я верю, ее дар'ат тубой. Ключи счастливым обладателям новых квартир глава региона вручал лично. Для получения документов на квартиру приглашается Альмурзаева Марфа Аласхановна. Юсупова Айзани Рашидовна. هردوق قم دقنا عن خزنة سنة هنا وصل دو رمزان حاج خزنة سنة ويجرى أكتر دوش أهيو شوخو نية هر إشتات ووشتولر دولهم دات ديلا ترندي صوتان دق بركل إيدر قص تقبرين دوم در تاقيخ خز كلت إن هوسشكا خز متيا مست أسلوبي يولش تخي بال بولش ترند هذا ديريس خيل دا مست هم تاع إحتبويل. В 2021 году Чеченская Республика вошла в тройку лидеров, досрочно завершивших реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья, рассчитанных на 5 лет, с 2019 по 2024 годы. Расселенный объем аварийного жилищного фонда составил более 59 тысяч квадратных метров. Вся работа, которую мы сегодня видим, это непосредственно ваш труд, ваши усилия. И нам остается только благодарить вас за все это, за всю ту поддержку, которую вы оказываете, и за те авторитетные решения, которые принимаются руководством страны после вашего обращения. Это тоже результат, на самом деле, одного из ваших обращений. И на сегодняшний день мы получаем более 1000 семей, которые улучшат свои жилищные условия. Более того, на сегодняшний день у нас и по оставшему объему тоже по вашему поручению подготовлено обращение и уже отрабатывается, и, соответственно, мы уверены в том, что в ближайшем будущем еще больше людей улучшат свои жилищные условия. За счастливую жизнь жильцов все присутствующие сделали коллективное дуа под руководством кадия Шейх-Мансуровского района. После торжественной части министр жилищно-коммунального хозяйства Муслим Зайпулаев показал главе качество отделки новых домов изнутри. На протяжении 13 лет Марфа Ильмурзаева со своей семьей жила в сложных условиях в Андреевской долине. Удобства в их жилище были минимальными. Больше всего хозяйка радовалась тому, что теперь у нее наконец-то будут окна в доме. Мы не знали, ламзан арцевер, сахилица хош. Это кухня ертха, чуть-чуть хатёч серло, хитхарктхон. А так очень темный, очень темным. Дела нехчо дать бог, да инактхон. Дела хитсертхэн елернс, а дел гушу, а сисер напцейнах везиндеда, хирюитятхон и богш. Цуна ёкеш. Сабеш сол, сабеш ставнукш, сол чо бакке беш. ديل دابق سجوري زيقو خصمش دال وزي وقوخل ديلا تو رمضان تو ايماننا اتيحول ديل تخصن ديل ريز خيلتون شاد ابقش كوك دال اتو بيلتون وزين ديلا وقن ديلا ديون الله لويل مقش الله لويل
Вы духмадай ицау. Дилавой отцул диквой латушука. Дал визинде садыги хажжин дал аттобойти. Светлые, уютные помещения, все коммуникации подведены. Хозяевам осталось только обустроить новое жилище по своему вкусу. Новые, красивые, комфортабельные дома – это еще не все. Обустроена и прилегающая территория. Предусмотрены парковочные места, а для самых маленьких жильцов уже установлена детская площадка. Полноправные ее пользователи уже успели все посмотреть и оценить. 3461 человек. Именно столько в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилья получили квартиры в новых домах. В 2024 году в рамках нацпроекта планируется расселить дополнительно более 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Рев мотора, скорость на виражах и адреналин, передающийся зрителям. На автодроме «Крепость Грозная» прошли соревнования «Ахмат Рейс», посвященные первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату Хаджикадырову. Вместе с почетными гостями за захватывающими гонками следил и Турпулали Тайсомов. На автодроме «Крепость Грозная» все готово к началу больших гонок «Ахмат Рейс-2023». Посвящены они памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова. Пилоты и члены команд проверяют машины перед выездом на трек. Всего здесь выступают более 30 экипажей. Поболеть за них приехал руководитель субъекта Рамзан Кадыров вместе с соратниками и гостями республики. Президент Федерации автоспорта Чеченской Республики Махмад Ахмадов поздравил всех с наступлением турнира. Сегодня мы собрались на автодроме «Крепость Грозная» в рамках проведения гонки Кубок Ахмат Рейс-2023. И эти соревнования были инициированы главой Чеченской Республики, Героем России Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым в 2017 году и проводится уже 8-й год. Лучшие спортсмены России борются за почетное звание обладателя Кубка Ахмат. Желаю удачи всем участникам этого грандиозного события. Рамзан Кадыров отметил, что его всегда радует проведение таких больших мероприятий. По его словам, это большой престиж для самого спортивного региона. Приветствуем всех гостей, уважаемые дорогие друзья. Я рад приветствовать вас всех. Сегодня очень красивый солнечный день. Прямо в ряд стоят красивые девушки и очень быстрые машины. Мне такие моменты очень нравятся. Поэтому я не мог не приехать и поделиться с вами эту радостную событие. Далату Бормасери. Ахмат! Аллаху Акбар! После напутственных слов удачи и благодарности политический деятель наградил известную российскую певицу Нану Хатал почетным званием «Народная артистка Чеченской Республики». За вклад в развитие эстрадного искусства, творческую деятельность, получившую широкую известность и общественное признание, присваивается почетное звание «Народный артист Чеченской Республики» Хатал Нани Кироповне. Среди гостей, принимающих участие в спортивном мероприятии, находится и основатель программы развития автоспорта России СМБ «Рейсинг» Борис Ротенберг. В первую очередь он поздравил Рамзана Кадырова с прошедшим днем его рождения, ровно как и с другими праздниками, что накануне отмечал субъект. И с днем рождения нашего великого руководителя Рамзана Ахматовича. И, конечно же, пожелать ему самое главное – это дара Божьего здоровья. На самом деле Грозный сейчас расцвел как никогда. И вот за те годы, которые на протяжении 20 лет, то, что он строился и развивался, сегодня мы видим настолько много всего, жилых комплексов, спортивные залы, спортивные дворцы, спортивные клубы, которые по всем видам спорта процветают и занимают самые высокие места в мировых турнирах. Также, конечно, я хочу вас всех поблагодарить, все семьи, всех тех отцов, братьев, матерей, у которых сейчас, прямо в это время, люди находятся на передовой и защищают все те интересы, которые дали нам наши отцы и деды, которые завоевали, победили фашизм в Великую Отечественную войну. И сегодня неонацисты снова поднимают голову, и вы делаете те вещи, те достижения, которые прославляют нашу Россию, никогда не дадут пройти врагам на того, чтобы
все исторические ценности, те, которые нам дали наши отцы и деды, чтобы не пострадали, чтобы история никогда не искажалась, чтобы всегда торжествовала правда и справедливость. Сегодня большой праздник автоспорта. На самом деле, вот мы выступаем сегодня, БР-03 машина, которую мы создали. Сегодня 4 экипажа будут выступать на этой 4-часовой гонке. И мы посмотрим, насколько она прогрессирует. В прошлом году, сегодня она едет уже на 2 секунды быстрее, чем это было в прошлом году. Поэтому будет очень интересный турнир и очень интересное соревнование на протяжении 4 часов. Я думаю, вы будете настолько воодушевлены и смотреть на то, что происходит на автодроме здесь, в Грозном. И это будет на самом деле большие ответственные соревнования. Только что закончился турнир кольцевых гонок, который 2 дня проходил здесь на автодроме в Грозном, и определились чемпионы России, те, которые ехали во всех классах, которые представляла наш автоспорт. Поэтому очень здорово, что это произошло именно здесь, в Грозном, потому что здесь люди любят спорт, любят своих детей, любят свои семьи, любят все наши традиции, те, которые дали нам отцы наши и деды. Вот то, что мы проводили соревнования, до этого ездили на мировых чемпионатах, наши ребята завоевывали самые высокие и самые престижные места. Мы выиграли чемпионат Ле-Ман 24 часа среди негибридных машин. Это говорит о том, что наше производство все равно будет развиваться, и мы все равно достигнем тех результатов, которых мы должны достичь, и наш автопром будет развиваться и находиться на высоком уровне. Еще раз хочется поблагодарить всех вас за то, что вы есть, за то, что вы даете нам возможность растить наших сыновей именно в традиционном, настоящем, историческом нашего будущего, наших детей и нашей России. Поэтому, когда мы вместе, то мы всегда победим. Когда мы едины, мы непобедимы. Ура! Глава региона, в свою очередь, вместе с собравшимися еще раз искренне поздравил президента России с прошедшим его днем рождения. Новости, уважаемые друзья, Дон. Вчера мне выпала честь, Дон, поздравить нашего национального лидера Владимира Путина от всего чеченского народа, от себя. Давай еще раз вместе поздравим. Поздравляем! Поздравляем! Путин, Россия, победа! Или победа! По случаю больших гонок Махмуд Ахмадов вручил Рамзану Кадырову и Борису Ротенбергу памятные кубки, каждый из трофеев в своем уникальном стиле. В той автомобильной истории, которая теперь есть в этой прекрасной, теплой, гостеприимной Чеченской Республике. Ну и свой заслуженный кубок Мухмат Исаевич вручает Борису Романовичу Ротенбергу, инициатору и руководителю программы развития национального автомобильного спорта нашей страны. Старт ознаменовался прослушиванием национальных гимнов России и Республики, а после гости прошлись вдоль боксов с автомобилями, приветствуя собравшихся зрителей. В их числе и дети. Они скандируют известный лозунг поддержки. Молодец! Он мой друг. Иногда он забывает меня, но он не приезжает. Мне подарки приносит. Мне подарки приносит. Школа есть у меня. Школа, да? Да, суббота, понедельник я иду в школу. Ну, воскресенье, выходной здесь, суббота. Я сплю в воскресенье. Сплю. Сплю. А еще можно пипец. Вика, Рита. А что же буду? Незадолго до начала гонщики поделились с нами своим настроем и подготовкой. Подготовка прошла планово, попробовали различные настройки. Машина показала себя очень уверенно и очень быстро. Если сравнить ее с прошлогодними результатами, на 2-3 секунды мы едем быстрее. Поэтому боевой настрой, ждем гонки. Чеченская Республика всегда гостеприимно принимает из года в год. Я здесь был на первых соревнованиях, это в 2015 году, когда было открытие трассы, открытие автодрома. И
с каждым следующим годом, в принципе, все становится, организация процесса становится все лучше и лучше. И вот общий старт. У каждого своя позиция, а впереди 4 часа настоящего зрелища. Пилоты выжимают педаль газа до упора. Оно и неудивительно. Скорости по-настоящему большие. В тесном контакте гонщики пытаются опередить друг друга. Здесь все может решить последний вираж и считанные метры. Главное – пересечь финишную линию. Среди прочих команд был и коллектив Ахмат Racing Team. Именно он стал победителем в классе туринг усилиями пилотов Ибрагима Ахмадова и Дмитрия Брагина. А в зачетной группе С-1600 успех праздновали Андрей Петухов и Джабраил Ахмадов. Торпа, Лолита Исумов, Медина Мударова, Лёма Мандиев, Рахман Хаджиев, Сайцелем Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. В Шеле возведена новая достопримечательность. Торжественно распахнул свои двери всем жителям. Масштабная зона для отдыха придется по душе всем, от самых маленьких до пенсионеров. Старт открытию парка, нажав символичную кнопку, дал лично глава субъекта. Чем уникальный проект и какие развлечения ждут посетителей, в сюжете Мадины Кураевой. Новый парк расположился в самом центре города Шали, рядом с красивейшей мечетью. Общая площадь зоны отдыха более 4 гектаров. Проект одержал победу во всероссийском конкурсе в прошлом году. Реализован в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» при поддержке главы субъекта. В этот знаменательный день я хотел бы начать со слов благодарности главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Этот проект, как и многие другие, он координировал лично, и его непосредственная помощь способствовали высокому качеству строительства данного парка. Сегодня мы собрались в этом прекрасном месте, которого так ждали не только жители Шалинского района, но и далеко за ее пределами. Это современный, яркий и жизнерадостный комплекс. Над проектом трудились известные архитекторы и дизайнеры. При строительстве использовались лучшие материалы и были внедрены инновационные технологии. Мы учли все пожелания наших граждан и, самое главное, будущих наших посетителей этого парка – детей. Их пожелания были исполнены беспрекословно. Здесь несколько зон – спортивная, детская, для отдыха, прогулочная. Есть много уникальных проектов. В центральной части расположилось пешеходное обзорное кольцо с подсветкой, паровой фонтан из 21 трубы, теневая пергола с качелями и полками буккроссинга, где каждый желающий может взять книгу. Рамзан Кадыров оценил современность парка и проделанную работу, отметив, что молодой город развивается быстрыми темпами. Selahan san halmetik doğana son sayıda hoşela ugri ilişmetigi ugri biyometigi kala. Ala moşe kokavur nerkeman okavur ka şavigi gel dalmel şey doğan kalıyor şu doğan. Tavan doğan hokka magic derya te doğan magic ilişmet doğan. Malik şedur malik doğana halmetik doğan. Hazlat ediyor da vayn doğan. Bakıvolur purvalur دكمتك وي خدمتك ديش دون طبعا دون عندنا حق إمام وشر دون ده مس توريست وعايش على وجرويشي عندي يعني بين بيت تيسي توريست وبربع حق دسان ده دون سوى ده حقوقه هنا أجي وي موق خزهلر جويت خش متيه بيزا باسن يلش متيه ويت خشابي طبعا دون وي دايول شو بعد بقيت تعلم متجوال داخل دانا قوس ميولش دانا وقع دانا معمد أميس غلواري وانا مصدق أحيجه وقع كراتر والمعمد أمينا غلواري وانا مصنا قيدنا مصنا بركل ديري صلاة لسون وقع ونجانك مليسنا حرب متك لريش خزيش تايش أحيوكش بولدان وقع دانا بلني تشا دانا سوشيستن إزمنينا وقع دانا ميق شوي مها أشوار دينا دانا بعدش كعناها دون شو بعد زين وشنا هو قاعد يدور وين دون تكمل نالك شلونه شو يعني حاجة شو سوالش هين شيء ده وشدش شيء متك شو عاش دون بعد والله شيء دون تعبش دون ناخذ ده أربعة بس ناخذ شوي بوش بس إيش شو أخلي كمل نالك دون شو أخلي سويا دون بدي شو سوالو حاجة دون طبعا دون شيء كيرتش عش ناخذ حنيق دون ده بوه موصل قط بر موصل تشبر هنز دانا شتري خلاصني باق بقول لي عصابي وش دان شيخي فرلين بدني يشوش دان هر شد دیگه دانه
Hokkava Dindolson, Delsol Marshall, Yelchendon, Ardo Magic Bandos, Alhetson, Dalaki Bjerkatia, Soy Alildon, Notchich, Shelly Don, Hokka has the Dakitskin or Sherdodon, Daki had met Kazlu, Dalmola with Yai Bjerkati, Dalato, Vermaseridon. Здесь же глава региона вручил ключи новых домов от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова 5 семьям. За многолетние добросовестные труды и большой вклад в социально-экономическое развитие республики председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко наградила благодарственным письмом Рамзана Кадырова. Рамзан Ахматович, мое мероприятие еще целого Валентина Ивановна, Шигара, Делеви Шигара, благодарственное письмо вручить, а дальше что Чумана ويبقى كابينات عاشر وبين ده مثلا يعني بصوا في عم بيشتغل هون مال دوق صو ديجي صو كده سر شيء ده اللي يشتغل شيء صو فده وقدر اسمه رشي دي ألش برجع يوصل. После торжественной части глава региона официально дал старт открытию парка, нажав символичную кнопку. Руководители субъекта показали территорию парка, для чиновников подготовили развлекательную программу. Savage minister шербу, виш глав шербу, виш начальник милиции, виш львер шербу, виш учителя шербу. Так шун ашкидах таеш хазеш шели ночью лилу да мола. Ахмед! Такбир! Ай молодцы, но. Халим само да, просто бери. А вот там мы прямо. الحمد لله عمال عودي سويت الفريلا يلا منو لسه بيلقى هذا صوت мы хотим موضوع. Изюминка парка – спортивная зона. Здесь построили первый в регионе уникальный памп-трек. Это специальная велосипедная трасса без ровных участков, представляющая собой череду ям, кочек и контур-уклонов. Рассчитана она как для детей, так и для взрослых. Большой праздник в честь открытия устроили и для ребятишек. Раздали 70 новых велосипедов. Тест-драйв транспорта на новой площадке провели сразу же. Мне подарили велосипед, очень классно, моим друзьям тоже подарили. Мы будем здесь часто кататься. Спасибо большое за этот парк. Центральный парк имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, станет новой достопримечательностью города Шали и излюбленным местом жителей и туристов. Мадина Кураева, Маусар Хаджиев, Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика».
Отделение социального фонда Российской Федерации Шилинского района – пример современного, комфортного, а главное доступного для всех. Теперь участникам специальной военной операции и их семьям услуги будут оказываться вне очереди. Проведены многочисленные обновления как в материально-технической составляющей, так и в системе обслуживания. Как встречают клиента социальные работники, узнавала Мадина Нуцалчеева. Высокое качество, комфорт, доступность. Отделение социального фонда Российской Федерации Шилинского района успешно объединило в себе все эти характеристики. С инспекцией его посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его поручению в фонде проведены многочисленные обновления как в материально-технической составляющей, так и в системе обслуживания. Теперь участникам специальной военной операции и их семьям услуги будут оказываться вне очереди. Залаю первый аж. Чуя таган объяснить да делать кидеда, вот электронный талон хаста яхтен хоне снande кушту. Первый лечек в СО зоны. Участник не очень служит лешилар сразу, что эхуя лацеловый. Ой, полностью кечина формировать трубоеза. А теперь члены семьи участник СО шаек не очереди. В любое время они могут проходить. Их общего залью. Як дольше вопросу. Я маршал. Хинс хокон изюмин кигуду. МФЦ яшу услуг полностью можешь подключить. А вот хабар. Вы вечный счет, что цельный счет, хакар осуществлять еще шахар вой бело. МФЦ второй этаж разместить новое позицию. Детский зону, бер цены на посетители лаха бело, что бери хаж. В центре установлены мебель, оргтехника, мультимедийное оборудование, мини-библиотека, удобные диваны – все для комфорта посетителей. Не забыли о маленьких гостях центра, для них специально оборудованная детская зона. Рамзан Кадыров не упустил возможности пообщаться и со взрослыми, и самыми маленькими. سويها تنزيل حتى هو عايشة تو حقيقة بعد الشو ضيا هم جوزي عايشة مثلا وقتك واحد شيء والله شون شيء ودور صور حقا персонально данные шелон дели через университет будет сникио та доктор так занят это был шесть Также клиенты фонда могут сами получить множество его услуг. Зоны самообслуживания оснащены компьютерами со свободным доступом. При необходимости квалифицированные специалисты клиентской службы всегда готовы помочь гражданам в интересующих вопросах. Для создания удобства граждан в здании клиентской службы размещен специальный многофункциональный центр, который позволяет получить весь спектр необходимых услуг в одной локации. Чеченская Республика стала первым регионом в стране, внедрившим этот уникальный опыт по взаимодействию с МФЦ. Также у пожилых людей есть возможность повысить свои знания в современном формате. Для этого создан специальный центр общения людей старшего поколения. Помещение оснащено всем необходимым: техникой с выходом в интернет для получения госуслуг, финансовой и компьютерной грамотности. Во всем этом им будет помогать сотрудник организации. Помимо всего этого, они также могут просто приятно провести досуговое время. В зоне обслуживания клиентов стоит отметить клиентоориентированность в виде новых информатов в более простом и удобном формате. Мадина Нуцалчеева, Магомед Басаев, Сайдамин Мусаев, Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». История Древнего Кавказа и чеченского языка как неотъемлемая часть горного края обсуждали участники международной конференции. Ученые-языковеды с различных субъектов страны и зарубежья сошлись в одном мнении: необходимо сохранить аутентичность собственной нации и языка. Почему в данном направлении проводится целое исследование, узнавала Наталья Депутатова.
Нет благороднее миссии, чем сохранение исторической памяти во имя светлого будущего. Первый президент Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыров всегда уделял большое внимание популяризации национальных традиций, обычаев и исконного чеченского языка. Такие мероприятия, по словам ученых из Академии наук региона, способствуют нахождению чего-то забытого и утерянного в истории собственного народа. Речь идет о бытии чеченского народа, да? Причем не только в настоящем и в будущем. А в чем было вообще наше прошлое? Каков был наш язык? У нас десятки докладов, которые посвящены только древности языков, среди которых особое место занимает наш с вами чеченский язык, либо древний нахчийский, как мы о нем сейчас говорим. С терминологией мы тоже будем определяться и, так сказать, вводить некоторые слова и термины в научный оборот. Поэтому здесь вопрос шекспировского радикализма, быть или не быть. То есть нам, академическому и такому интеллектуальному сообществу нашей республики, в конце концов, надо уже сказать свое слово. На международную конференцию приехали ученые, историки, языковеды со всего мира. Свои доклады зачитали ведущие специалисты из разных стран. Это Россия, Турция, Великобритания, Америка, Армения и Грузия. На встрече обсуждались только тезисы языкознания, археологии, культурологии. Сегодня я представляю очень маленькую, так сказать, тему, но их надо глубоко изучать. Это вопрос древнейшей цивилизации хурито-урартских языков и полякавказских языков в целом. Элемент ар, который сохраняется в этих языках на синхронном уровне, но и представляет диахронный, то есть исторический срез отношений языковых контактов этих языков. Изучали вопрос связи этих языков с древнейшей цивилизацией, в том числе и с кавказскими языками, когда хотели определить автентичность этих языков после того, как было найдено надписи на аккадском, то есть на двуязычен. Это было очень интересно, потому что аккадский текст прямо подсказывал, повторял, то есть хуритский текст повторял аккадского текста, то есть можно было расшифровать и расшифровали. То есть с тех пор ученые с 19 века занимаются этим вопросом, и некоторые из них представляли свои, так сказать, представления о том, что свое мнение о том, что эти языки не индоевропейские, не тюркские, не семитские, то есть эти языки самостоятельные языки, так сказать, связанные с кавказскими языками по своей системе, по своей структуре. Конференцию провели в формате зачитывания докладов и обменом мнений. Инициатором проведения выступила Академия наук Чеченской Республики. Для тех делегаций, которые не смогли лично присутствовать, была установлена прямая видеосвязь, что позволило расширить круг участников и зачитать доклады в прямой трансляции. Более подробное изучение истории Древнего Кавказа и Передней Азии позволяет открыть множество аспектов во взаимодействии этих цивилизаций и изменению языковой системы за тысячелетия и интеграцию слов в различные пласты того или иного этноса. Это важнейшая конференция для нашей республики, для нашего народа. Почему? Потому что именно эта конференция – это начало истории чеченского народа, можно сказать, именно объективной истории, представленной в документах, представленной, так скажем, в материальной культуре, духовной культуре. Вот это есть начало такой, скажем, той ощутимой пути, которая не по легендам, не по мифологии, а именно конкретно материальной культуры в виде клинописей, в виде каких-то, так скажем, есть материальных культур, в виде, там, скажем, есть божественного пантеона. Там. Внутри каждого из нас есть таинственный невидимый шар, состоящий из частичек душ наших предков. Историки, археологи, языковеды всего мира стараются сохранить аутентичность собственной нации и языка. Чеченский язык, по этим сведениям, имеет очень древние корни. Многие слова сейчас вышли из обихода, и задача современной науки языкознания как раз возвращение исконно чеченских слов и выражений. Для этого проводятся целые исследования, и как раз подобные мероприятия способствуют этому. Конференция будет проходить в Грозном несколько дней. За это время мировое научное сообщество рассмотрит ряд важных этнографических и языковых вопросов. Все они направлены на углубленное изучение межнациональных и межкультурных связей народов Кавказа и цивилизаций Передней Азии. Наталья Депутатова, Шамсудит Джабраилов, Вести, Чеченская Республика.
В Мельхистинском ущелье открылась мечеть. На торжественное событие в высокогорном селении Миши собрались представители общества Мелхи. Об истории и современности репортаж Рамзана Абуева. Звучит величественный призыв с высоты минарета мечети, недоступной вершиной вековых исполин вторять ему вайха. Это муэдзин оповещает мусульман о наступлении времени дневного намаза. После звучит икамат, и верующие встают ровными рядами на молитву. Меши – небольшое поселение. Оно самое западное всего высокогорья Чеченской Республики. По северо-западному хребту проходит граница с Ингушетией, а по южному – с Грузией. Оно входит в число исторических селений Мельхистинского общества. На открытии мечети собрались многочисленные ее представители. تأتوا بهالله تأخذ تدايبي عن متجي تداي قزر أبوغن ب أو قزر عن دقلغن برج ب تخل كشنش أقوز كشنش عند داخل ده تان ترش ديازين درش ده تا اشتي بوغلي غوشة بوغلي بس تخيل كان ده أنا ده عاديش ساق داخل هار شرا غوشة كده درش هار بيتن ده تعترض لامس قز ده درش يبرت برج اشت ده غوشة كده تقطع. Выполнена мечеть в старинном стиле и гармонично вписывается в окружающую среду. Вмещает она до 100 прихожан. Кровля пирамидально-ступенчатая из каменных плит. Особую значимость святыни придает то, что открытие состоялось в месяц Рабиуль-Аваль, в который родился посланник Творца. Поздравить приехали и представители власти Тумкалинского муниципалитета. بوصل بلصقش ليو دوش مشتات فرش ناخل ليو شتات ترى تحط بوشنا ليو شتات ترجع دشتات ولا مع يوشمنا أمت أدمنستراتي إتوم كأدمنستراتي شو يدوشنا ويش ناقص يدوشون يوشمنا كير تزيد لا وجاستك لا لا دام اللي شنو ديريس وزنيس الموضوع حلوة شيء ما دقير حالته كيس داك ديش تانس بلغت سخبر كوز حلوة شو لا مزنا ديك نكتبو لا تعمرت ديريس نيوز التعليق هذا المساجة وماك شيشي متي دقت موجود هذا كذا شيء وزن يا شيء متي نيسة أتو شيء حابينا شيء متي دالدرة حاجة اشتدينا بوق. Последние представители Мельхистинского общества в этом селении жили до страшной трагедии, которая произошла в 40-х годах 20-го столетия. После реабилитации селиться было запрещено. Сейчас они проживают повсеместно на территории республики, в частности, их много в южной и юго-западной ее части. Для них открытие мечети на родине предков события знаменательные. Ilk habin öbürün halvat okçu totin şu yani şunu Allah azze ve celle şey kandı var da kıymetine tam okçusunu yıltın çanguldur ve Allah azze ve celle şu oşun girdi daşır daima doyuyor. Один из почтенных старцев Мельхистинского общества Хусейн, ему 87, пережил и репрессии в 40-х годах, и трагические события, происходившие в регионе на стыке тысячелетий. Помнить и то, как советская власть навязывала атеизм и препятствовала исповеданию ислама. تهان ديهان أخون ديهان دوك دوغش خمل در اش ديهان شادر هن تهان ديه خصوصي ديه ديهان خخ قال صديق ديه خخ قال يسوى ديه نال يربارك ديه. Собравшиеся провели обряд сага и прочитали маулид, восславляя Творца и поминая его посланника. Мельхистинское ущелье – хранительница древней культуры, чего стоит один Цоопеде, крупнейшее на всем Северном Кавказе погребальное сооружение Средневековья.
Селение состоит из двух комплексов. Находимся в первом. Здесь пятиэтажная боевая башня с пирамидальной крышей и крупная четырехэтажная полубоевая. Сооружены виртуозно на очень крутом склоне. Их состояние до 2020 года было не самое лучшее. Имелись разрушения. Сейчас они отреставрированы. Восстановлено все вплоть до межэтажных перекрытий. На самом верху находятся машикули, которые служили в качестве обороны. Через них вели огонь по противнику, а при приближении врага выливали смолу. Для этого у этого напоминающего маленький балкончик сооружений нет дна. На противоположном восточном склоне через ручей расположен второй жилой комплекс. Он водружен на скалистом выступе. Здесь также сохранились башнеобразных склепа с пирамидально-ступенчатой кровлей. Первый одноярусный, второй двухъярусный. Находятся они на левом берегу ручья, впадающего в реку Мешихи. Приблизительная датировка построек 14-18 века. Сами комплексы представляют большой интерес для ученых как пример сооружения Средневековья, сочетающего в себе жилые и оборонительные функции. Рамзан Абуев, Лёма Мандиев, Вести, Чеченская Республика. В Чеченской Республике определили победителей международных соревнований и финала Кубка России по парашютному спорту. Они проходили на территории Российского университета спецназа. За призовые места боролись около 100 спортсменов из Белоруссии, Казахстана и 16 российских регионов. Участники соревновались в захватывающих и экстремальных дисциплинах, такие как купольное пилотирование и точность приземления. Победителей и призеров наградили грамотами и ценными призами от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В Грозном состоялось открытие 93-го театрального сезона и музея чеченского театра. Зрители получили возможность узнать много нового о театральном искусстве. Рабочая группа образовательно-просветительского проекта готовили экспозицию музея в течение нескольких месяцев. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Особенность нового сезона в открытии первого в республике музея театра, где своими глазами можно наблюдать за годами эволюции театрального искусства. Торжественную церемонию открытия музея посетили министр культуры Чеченской Республики Муса Дадаев, министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дедаев и другие официальные лица. Телевизор, телефон, Hasan teatr yaxshi sholar ko'chir shkutga chuqashni tek bo'ch shara so shara o kontsert qilib teatr aç o'zim daxmat bo'ch to'shlash yersildi mana qancha yersildi mana qo'sh qo'ysni qancha va do'xtin kelegna va do'xtin hola bildi tag'ana har parog'at yesh ro'hatdan do'xtin va yaqom do'q mahmal o'qimana o'qiysi qancha Надо ой, надо пача аматаш. Цу охдения кашаеш. Хар ирси кашаеш. Кайфна, сокайфна, тана. Идея ваза педамана. Отсун команда истан. Да, отсун команда. Ой шадаш. Да, ой биека дега. Ой дахте дош чухран. Хар ирси дахар. Хар нохчи. Шломна. Да, тем реста, тем изолгайтера. В музее собраны редкие фотографии, вещи из личных архивов легендарных актеров театра, костюмы, исторические документы и награды, накопленные за почти столетнюю историю существования театра. Посетить экспозицию могут не только зрители спектаклей, но и все желающие. Мы даже не ожидали, что столько материала мы соберем. Мы радовались, если бы мы даже собрали бы, но там материала, допустим, на 3 витрины и 5 столов. Вы видите, 26 столов. 14 витрин, все заполнено, и еще очень много лежит у нас в кабинетах. Поделиться историей театра. Все хотят знать, что у нашего театра есть будущее, есть история. Потому что музей – это паспорт театра, это история, энциклопедия театра. А самое главное, что молодое поколение теперь будет знать и знакомиться с историей чеченского театра и с его прославленными дочерьми и сыновьями. После просмотра экспонатов гостям предложили пройти в зрительный зал и понаблюдать за героями первого в сезоне спектакля «Женитьба Бальзаминова», поставленного по пьесе Александра Островского.
В центре внимания постановки молодой чиновник Миша Бальзаминов. Он мечтает жениться на богатой невесте. Однако излишняя мечтательность и наивность главного героя приводят его к нелепым ситуациям. Он такой большой ребенок, маменькин сынок еще. Вот его характер. Мне кажется, он такой бесхребетный какой-то. Он полностью под властью матери, под властью, как мне показалось, вот мое личное мнение, да, это под властью чужого мнения, что о нем скажут. Театральный сезон продлится до конца весны следующего года. За это время театр будет увлекать зрителей спектаклями в разных жанрах, а также в своей уникальной театральной манере рассказывать жизненные истории в реальном времени, созданные по пьесам чеченских, русских и мировых авторов. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В республике набирает популярность безналичная оплата проезда в общественном транспорте. Для удобства жителей установлены терминалы. Это значительно упрощает порядок предоставления услуг и повышает комфорт пассажиров. Но главное в этой цифровизации – это акция от платежной системы МИР. Репортаж Адама Магомедова. Частые поездки на общественном транспорте всегда несут с собой постоянные затраты, однако благодаря акции от национальной платежной системы МИР уже больше месяца жители Грозного оплачивают проезд со скидкой 6 рублей. Воспользоваться предложением довольно просто. Чтобы поездка обошлась дешевле на 6 рублей, достаточно оплачивать проезд пластиковой картой МИР. Оплатить проезд со скидкой в 6 рублей можно также с помощью электронной версии карты. Для этого необходимо установить себе на телефон на базе Android один из мобильных платежных сервисов МИР Pay или же Samsung Pay, а после загрузить туда данные своей карты МИР, отсканировав реквизиты карты с помощью камеры на телефоне или введя их вручную. Для оплаты необходимо приложить телефон со включенной функцией бесконтактной оплаты к терминалу до подтверждения платежной операции. Акция приносит пользу всем, кто ездит на общественном транспорте. Местные жители рады такой возможности. У нас во многих маршрутках установили валидаторы. Это очень удобно. Ты тратишь меньше времени, плюс очень выгодная скидка позволяет экономить. Предложением со скидкой на проезд можно воспользоваться до 31 декабря включительно в автобусах Грозного, оборудованных валидаторами для приема банковских карт. Если так случилось, что у вас нет карты МИР на пластике, вам не обязательно посещать отделение вашего банка. Сейчас вы можете удаленно дома через мобильные банки выпустить виртуальные карты. Такие сервисы предлагают многие банки в России. И буквально за несколько кликов, выпустив карту, привязать ее в мобильное приложение МИР Pay или Samsung Pay. И через несколько минут уже возможно оплачивать проезд со скидкой. На данный момент в городе около 150 транспортных средств оснащены терминалами для безналичной оплаты, а к концу года их количество увеличится более чем в 2 раза. Адам Магомедов, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире!